Честно, никогда не думала, что в искусстве тоже есть математика. Не задумывалась. Я любитель математики. Я учусь в физмат-классе. Мне нравится рисовать, и изучать это тоже довольно интересно. Я пришел в музей, и я не думал, что математика будет взаимодействовать с искусством. Я хочу стать учителем математики. Думаю, пригодятся те знания, которые я получила сегодня и вчера в моей будущей профессии. По завершении предыдущего учебного года большое количество школьников не справились с экзаменами по ЕГЭ. Это и послужило мотивацией к созданию данного проекта. Образование во всем мире переходит на качественно новый уровень. Сегодня развитый ум и владение универсальными способностями учебной деятельности, только они могут стать залогом успеха в дальнейшем. Было интересно узнавать новые понятия, новые связи между изобразительным искусством и математикой. Принимаю участие в экскурсиях, виртуальных экскурсиях, принимаю участие в викторине, в олимпиаде, в творческих конкурсах. Дети вдохновились, стало интересно. Увидеть картины таких знаменитых музеев, как вот Русский музей Санкт-Петербурга. А когда уж подарки получили в виде альбома, тем более появился еще такой дополнительный интерес у детей, потому что в этих подарочных альбомах есть возможность творить самим. Посетили лекцию «Математика в изобразительном искусстве». Дети были вообще в восторге, их все это захватило, они стали задавать вопросы, то есть у них прям вот мозговая деятельность появилась. Кажется, что химия и искусство друг от друга очень далеки. Химия – это то, что мы изучаем в школе, в первую очередь как теория, учим таблицу Менделеева, разные оксиды, валентность и так далее. А для художников прошлого химия была не просто теорией, а достаточно суровой практикой. Дети сами видят, насколько это было сложно знакомиться с различными пигментами. Это и земляные пигменты, медные пигменты, красители. И так же, как у художников прошлого, у них есть и своя практика. Это различные опыты изготовления краски, окрашивания ткани натуральными красителями. То есть они видят не только теорию, но и практику вот этого синтеза химии и искусства. И, конечно, изобразительная деятельность никуда не девается, потому что она дана самой природой человека. Ну и если мы с вами копнем чуть-чуть поглубже и, скажем, окунемся в прошлые эпохи, в античность, возрождение, мы увидим, что существовало слитное понятие науки и искусства. С помощью изобразительной деятельности собственной, а потом и в музейной среде, ребенок постигает мир, открывая самые разные грани этого мира. Я хочу, чтобы каждый ученик гимназии из другой школы пришел сюда. Он узнает тут очень много.